Европа готова нанести удар по США. Резкое изменение курса. Зеленский ответил на вопрос, вернуть ли территории военным путем, а россиян призвали не отказываться от идеи России будущего. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Решающая неделя. Мировые лидеры заходят в зону турбулентности. Считанные дни до встречи Трампа и Путина. Европейцы за бортом, а Украина требует от президента США не совершить ошибку. Смена власти. Подсанкционный президент Порошенко заявляет, Украина начала подготовку к выборам. Когда пройдут и кто победит? Россияне прорываются на фронте, а ВСУ контратакуют и деоккупируют территорию. Что известно? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. Внезапный прорыв. Линия фронта меняется. Оккупационные войска РФ смогли зайти в Новоселку Донецкой области. Двинулись на тяжелой технике с десантом. Мониторинговый канал Deep State сообщает, что российским военным удалось успешно зайти в населенный пункт. Сейчас в селе находится около 20 пехотинцев, которые пробуют закрепляться, прятаться в домах. Скорее всего, их будут выбивать из села, и проживут они недолго. Возможно, со временем появится видео поражения самой колонны при ее уходе. И пока на этом участке фронта россияне совершили удачный штурм, ВСУ не отдыхали и смогли освободить село Песчаное, недалеко от Покровска, города, на который положили свой глаз российские войска. Об успехах украинской армии накануне сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов. Он утверждает, что контратаки украинцев были успешны и в районе других населенных пунктов. В Центре изучения оккупации говорят, что накануне была зафиксирована небывалая активность российской авиации в небе над Мариуполем. Кроме того, техника, на которой РФ начала свое очередное наступление, ранее перебрасывалась именно через Мариуполь. Ее передвижение фиксировалось. Все эти резервы пошли туда. Где-то 2,5 недели они их набирали, этот резерв, скажем так, вот сейчас кинули в бой, плюс авиация. То есть мы видим, что россияне пытаются снова наступать. Не уверен, насколько у них хватит живой силы, в первую очередь, для того, чтобы активно поддерживать темпы. Я не уверен, что получится, опять же, повторюсь, потому что мы не видели достаточно, чтобы они натянули сил для того, чтобы захватить. И это даже меньше, чем было в свое время, когда они начали наступление на Угледар. Западная пресса тем временем пишет о громком расколе в Североатлантическом альянсе, недовольны украинской тактикой. Дорогое оружие тратят без разбора. В частности, в материале говорится о том, что украинские войска сочетают западные вооружения с тактикой советского образца. И это, по мнению НАТО, губит преимущество западного оружия. Например, украинцы применяют британские переносные противотанковые управляемые ракеты НЛОУ как обычные РПГ, хотя эти ракеты предназначены для точечных атак, пишет издание со ссылкой на британцев, которые обучали украинских военных. Источник сообщил, что украинцам было предписано предоставлять видео с правильным использованием этого оружия. Но полученные кадры показали, что украинские войска без разбора одновременно стреляют 5 или 6 НЛО по российским позициям. Залпы, стоимость каждого из которых превышает 100 тысяч фунтов. Кроме того, градус повышается из-за того, что у западных инструкторов попросту нет времени на полноценную подготовку украинских военных, а украинские офицеры отказываются менять тактику, считая, что стандарты НАТО не подходят для условий нынешней войны. Европа не будет объединять национальные армии для создания единой европейской армии. Таким резким и четким был ответ министра иностранных дел Сикорского на вопрос о создании вооруженных сил ЕС. С призывом уже здесь и сейчас создавать такую армию обратился Зеленский в Мюнхене. Польский министр говорит, что ЕС должен развивать собственные оборонные возможности. Кроме того, дал понять, что нога польского солдата не ступит на украинскую землю. Польша лишь обязана НАТО обеспечивать защиту восточного фланга Альянса, напомнили в Варшаве. Сикорский также дал понять, что у Вашингтона есть тактика переговоров с РФ и Украиной. У меня было несколько важных встреч, в том числе дважды с генералом Келлогом.
специальным посланником США в Украине. Один раз в формате польской делегации, а второй в формате его встречи с главными странами Европейского Союза. Генерал Келлог представил, как мне лично, так и кругу европейских союзников, тактику переговоров с США. Я не буду раскрывать ее здесь. Она вызывает некоторые надежды. Тактика необычная, но мы им желаем удачи. Как считаете, о какой же тактике идет речь? Пишите свои версии под этим видео. ЕС готовит ответный удар по США. Новый этап эскалации в торговой войне. Брюссель хочет запретить ввоз продуктов, содержащих пестициды, которые запрещены внутри Европейского Союза. Это решение напоминает торговую политику Трампа, который требовал взаимного подхода в торговле и угрожал тарифами на импорт. Решение может задеть, конечно же, и США. Об этом пишет Financial Times. В черный лист Европы может попасть соя, кофе и даже авокадо. Издание пишет, по данным исследования, 38% чая и 23% кофе содержат следы опасных пестицидов, включая вещества, убивающие пчел и наносящие вред здоровью. Запрет может вызвать напряженность в торговле с США, Индией и Китаем, крупными экспортерами товаров, попадающих под ограничения. Напомню, что буквально на этой неделе Трамп обрушился с критикой на страны, блокирующие американские товары, включая ЕС, который, по его словам, запретил поставки моллюсков в 48 из 50 штатов США. Он пригрозил ввести пошлины для тех, кто не изменит свою политику. Еврокомиссия долгое время выступала против требований Франции и других государств-членов о введении взаимных мер, утверждая, что это может нарушать правила Всемирной торговой организации. Этот орган допускает ограничения только на основании научных данных, если они не дискриминируют импорт. 17 февраля начинается решающая неделя для Европы. США и Россия запускают переговоры о мире и безопасности в Европе без европейцев. В ответ в Париже собираются главы ЕС, чтобы быстро среагировать на непредвиденные решения Путина и Трампа. Об этом пишет Financial Times. Саудовская Аравия, напомню, заявила о готовности принять на своей земле президента США, а также Путина. Но перед этим большие игроки из США, а также России и Украины должны начать переговоры. Об этом команда Нехта рассказывала накануне. В Украине же дважды заявили, что никаких делегаций на Ближний Восток отправлять не собираются. Информация обо всех встречах с россиянами – фейк. Встреч не было и не планируется, пока мы не выработаем план. Президент четко ответил на эти вопросы. В то же время, через несколько часов после этих сообщений Ермака в его телеграме, министр экономики Украины Юлия Свириденко опубликовала фото из той самой Саудовской Аравии и заявила, что правительственная делегация прибыла в страну для укрепления экономических связей, а также для подготовки будущего визита Зеленского в эту страну. Но при этом в ее сообщении не было и слова о том, что эта встреча связана с переговорами по завершению войны в Украине. Совпадение, как считаете, или же нет? BBC при этом уточняет, что все-таки Украина действительно не посылала делегацию и даже не была приглашена. Зеленский повторил, никогда не примет никаких сделок, если США и РФ решать судьбу Украины за спиной украинцев. За столом переговоров должны быть европейцы, считают в Киеве. Зеленский заявил, что его предстоящий диалог с Путиным – это диалог с убийцей и террористом. В Украине также говорят, что никогда не признают российскую оккупацию. Возвращать территории лучше дипломатическим путем, но и военным путем также можно. Однако это повлечет большие потери. Конечно, да, но потери могут быть большими. Мы понимаем, сколько их, думаю, это слишком много, и я не уверен, что это будет быстро. Если наши партнеры не окажут помощь, не поддержат, будет сложно. Это затянется. Дольше, чем может быть. Может быть тактическая победа, но при условии если партнеры дадут нам конкретное вооружение. Но я думаю, что мир должен выбрать дипломатию. Отмечу, что украинский президент в последние дни активно говорил также не только о переговорах, но и о выборах, что они невозможны и украинцы их не хотят. Однако оппонент Зеленского, Порошенко, на которого недавно были наложены санкции СНБО, заявил, что в Украине уже началась подготовка к выборам, которые пройдут 26 октября этого года. Напомню, что РФ неоднократно акцентировала внимание на нелегитимности Зеленского, а представитель США по Украине Келлог говорил, что демократия нуждается в выборах даже во время войны. Кого вы видите следующим президентом страны, если бы они состоялись? Пишите в комментариях.
С Путиным нельзя вести переговоры, ведь он будет лгать, а потом и вовсе поменяет правила игры и заставит играть по его правилам. С таким призывом к политикам Европы на Мюнхенской конференции по безопасности обратилась Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального. Накануне была годовщина его смерти. Навальная записала обращение и к россиянам, заявив, что нельзя предавать идеи ее супруга, не сдаваться и двигаться к осуществлению мечты, построению России будущего. Алексей продолжает объединять людей и после гибели, продолжает помогать людям. Я верю и знаю, что так будет и дальше. И все мы, те, кого он привел в политику, кому открыл глаза на правду о путинском режиме, тоже должны продолжать поддерживать его. Сделать так, чтобы его имя, его слова, идеи не только не забывали, но и звучали все громче в России и по всему миру. И тогда в один прекрасный день эти идеи победят, приведут нас всех в прекрасную Россию будущего, о которой он мечтал, за которую боролся и пожертвовал жизнью. Подписчики Нехта, а какой должна быть Россия будущего? Какой вы ее видите? Интересен ваш взгляд? Пишите. Подозреваю, вам есть что сказать. Среди россиян популяризируют валенки, и без того, судя по покупкам, это очень ходовой товар. Продажи бьют рекорды, а спрос растет в 2,5 раза. 2,4 миллиарда рублей. Столько россияне потратили на валенки в 2024 году. Это рекордный показатель за 3 года, причем спрос взлетел на 27,5% за год. Самый большой бум в онлайн-торговле. Таковы данные привела пресс-служба государственной системы маркировки. О том, как в РФ делают эту обувь на ярославской фабрике, пишет издание «Коммерсант». Там уточняют, что еще до 2012 года эта фабрика работала по контракту с Минобороны РФ, пока военные не отказались от закупок. Причиной тогда назвали переизбыток еще советской продукции на складах. Напомню, что до сих пор в РФ люди собирают и отправляют на фронт в окопы валенки, чтобы российские оккупанты не перемерзали. Подобную информацию можно часто увидеть на страницах пропагандистских СМИ. Беларусь должна быть страной европейской, без политзаключенных, без тирании, а Европа при этом не должна идти на уступки диктаторам. Глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская призвала европейских политиков не строить железный занавес между Беларусью и Европой. Знаете, именно такой я хочу видеть свою Беларусь. Европейской страной, без политических заключенных, без тирании, где я смогу наслаждаться демократией и укреплять ее. И как вчера сказал президент Зеленский, границы Европы должны проходить по восточным рубежам Беларуси. Так что не исключайте Беларусь, не стройте новый железный занавес между Европой и нашей страной. Помогите мне вернуть Беларусь в ее настоящую семью, семью европейских стран. Тогда и я, и мой народ будем счастливы. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.